Это межнациональный хоровод дружбы. Так встречают гостей на празднике. В национальных павильонах крымчане представили традиционные ремесла, декоративно-прикладное искусство и свои блюда. Также здесь проходит выставка изданий медиацентра имени Исмаила Гаспринского. Медиацентр помогает изданию литературы для всех депортированных народов с помощью того, что издает литературу, касаемую истории, традиций, культуры на их языках при поддержке Государственного комитета и государства. Вот сейчас здесь танцевали хоровод, крепко взявшись за руки. Все национальности, не только депортированные, но и те, которые проживают в Республике Крым. И тем самым показали, что мы вместе, мы едины, а значит крепка Россия. Представители всех национально-культурных автономий отметили положительные перемены в Крыму. О нас в Болгарии знают, нас поддерживают. И нам удалось провести в Болгарии Дни культуры Крыма, что вообще единственный, к сожалению, пока только случай в стране Европейского Союза был презентован российский Крым. Для нас в Болгарии то, что происходит сейчас здесь, в Крыму, это невероятно ценный опыт, потому что как болгары здесь сохраняют свой язык, свои традиции, это для нас огромный пример. В Болгарии мы тоже пытаемся воспитать это чувство среди наших детей, но Евросоюз меняет программы и обучение в школе, и поэтому нам это трудно удается. Но здесь я рада, что это получается. Мы сейчас каждый день видим, что государство заботится о нас, что государство думает о том, что каждая национальная культурная автономия смогла сохранить свою национальную самобытность. Помогает нам и городской межнациональный комитет, и республиканский. На сцене театра танцы и песни реабилитированных народов республики. Лучшие творческие коллективы раскрыли свое богатое духовное наследие. Крымчане празднуют знаковое событие – 5-ю годовщину со дня возрождения реабилитированных народов. Каждый из них внес свой вклад в сохранение и развитие культур народов Крыма. Это работники муниципальных органов, преподаватели, деятели культуры и искусства. Им выразили большую благодарность и вручили почетные грамоты. Знаете, это так здорово, что есть такой указ, который касается именно депортированных народов. И сегодня я могу сказать, что именно для крымских татар это очень важно. Потому что сегодня мы знаем, что мы можем поехать на гастроли. Мы знаем, что в нас идет финансовое вливание. То есть мы общаемся друг с другом, ездим по всей России. Это очень здорово и очень важно. Потому что люди, российские люди за рубежом должны видеть и знать, что есть такой народ. Народ крымские татары. На сегодняшний день возрождение заметно. Каждый год людям выделяют минимум 30 квартир, выделяют участки. Многие стояли на самозахватах в очереди, ждали, но безрезультатно. Сейчас хоть и мало, но выделяется. Надеюсь, все, кто хотел, обязательно получат. Проделанная работа видна. Важную работу по объединению и развитию реабилитированных народов в равных условиях проводит Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Слезы радости тех людей, которые дожили до этого дня и дождались, когда полная реабилитация восстановила в правах и историческая справедливость, как было сказано однажды, восторжествовала. За короткий промежуток времени было многое сделано для реабилитированных народов. Об этом в своем письме напомнил и глава республики Сергей Аксенов. За 5 лет построены десятки километров сетей газа, вода и электроснабжения в местах компактного проживания реабилитированных народов. Сотни семей обеспечены собственным жильем, либо получили материальную помощь на строительство индивидуального жилья. Тысячи представителей реабилитированных народов пользуются мерами социальной поддержки. Особое внимание Совет Министров уделяет сохранению и развитию традициональной культуры, духовных и нравственных ценностей народов Крыма. День возрождения реабилитированных народов Крыма стал символичным началом новой жизни в новых условиях, свободных от давящего чувства несправедливости в отношении депортированных народов. София Шукурова, Эльдар Заитов, телеканал Миллет.